На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 17 августа следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 94 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 8 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 22 пациента. Из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 20 человек. Из них средней тяжести 3. Тяжелый 1 пациент. Детей 2 человека. Амбулаторных на самоизоляции выздоровевших пациентов за период с конца июля, начала новой вспышки COVID-19 в Абхазии и по сегодняшний день 8 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 197 человек. Из них 77 выздоровели и 3 пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Минздрав Абхазии заявил, что в Гудаутском ковид-госпитале не хватает медицинского персонала и обратился к гражданам с просьбой стать волонтерами. Кто может предложить свою помощь и какие услуги самые востребованные? Об этом в репортаже Эсмы Гуланзе. В Гудаутском госпитале из-за роста числа заболевших коронавирусом наблюдается нехватка медперсонала. Врачи работают в усиленном режиме, устают и болеют. Особенно не хватает санитаров. Печально, но факт. За все время работы госпиталя чаще слышны критика, упреки и обвинения. Помощь медицинским работникам мало кто предлагал, а она реально нужна. Персонал выдыхается, отмечается в заявлении. Минздрав и Оперштаб республики призывают граждан поддержать врачей и стать волонтерами. К работе привлекаются как люди с медицинским образованием, так и без него. Наиболее востребованы на сегодняшний день из волонтеров в ковидном центре у нас это средний и младший медицинский персонал. Возрастной ценз от 20 до 50 лет. Значит, что касается дезинфекторов, желательно, чтобы это были мужского пола, потому что там есть какие-то определенные физические нагрузки. Если волонтеры, которые занимаются санитарской деятельностью, они могут быть без образования, то все остальные, касаемо рентген-лаборатории, медработники по забору биоматериала, они должны иметь хотя бы среднее медицинское образование. Что касается движения волонтерского, чтобы мы понимали, это, бесплатное волонтерское движение. Но если люди хотят приехать, работать, но не могут себе позволить длительное время осуществлять этот вид деятельности бесплатно, мы можем рассматривать также и заключение с ними договора. Кроме того, госпиталю необходимы водители с личным транспортом и работники, осуществляющие уборку прилегающей территории. По приезду волонтеров в госпиталь с каждым будет проведен подробный инструктаж. Он будет говорить, какой вид деятельности они будут осуществлять непосредственно и в какой зоне. Их обучат, как одевать, как правильно снимать, и сколько времени они будут там пребывать. Это все будет у нас Ангелина Тенгизовна Отерба будет отслеживать эту ситуацию. Также и главврач, конечно. Питание и средства индивидуальной защиты будут предоставляться ковидным центром в городе Гудаута. Внести посильный вклад в борьбу с коронавирусом сегодня может каждый. Для этого не требуется специальных знаний и навыков. Среди волонтеров есть и те, кто безвозмездно работает на горячей телефонной линии. Вообще, когда была первая волна, вот тогда я согласилась, то есть принимать участие. Второй раз мой номер включили по умолчанию, то есть я просто решила помочь, потому что учебы не было, и мне бы не составило труда, то есть чем могла, хотела помочь. Мы принимаем звонки. Вот вчера буквально звонили 2 человека. Они в основном спрашивают, где можно сдать тест на ковид. То есть мы направляем, берем данные людей, то есть краткий анамнез собираем, какие симптомы, имя, фамилия, отчество, разумеется, там год рождения. И дальше уже направляем в санэпидемстанцию. Вообще коронавирус стал своего рода экзаменом на доброту и отзывчивость. Кто-то из нас реально готов взять на себя ответственность и действовать, а кто-то способен только говорить, что все происходящее – выдумка. Мы решили опросить горожан, преимущественно молодых людей, готовы ли они проявить инициативу и стать волонтерами. Объявления не слышала пока что, но я бы, конечно, согласилась на данную возможность. Даже рискуя своим здоровьем?
да, потому что я думаю, в Абхазии единственное, что больше всего нужно, это волонтеры и люди, которые готовы помочь без выгоды для себя. Если моя помощь реально нужна, то почему бы нет? Некоторые опрошенные выразили мнение, что с больными должны контактировать медики, но любую другую помощь в борьбе с инфекцией они готовы оказать. В первую очередь я задумалась бы о том, почему не врачи туда идут, допустим. У нас же есть врачи, почему они не должны туда идти? Они же как-то приняли на себя ответственность, поступили, закончили. Во-первых, я работаю, во-вторых, если бы я не работала бы, может, я и пошла бы волонтером. Какие-то другие, скорее, услуги сделал бы, с ними соответствующие люди должны работать, то есть врачи и так далее, которые опыт имеют. Я в этом не разбираюсь. Среди молодых людей были и те, кто уже имел опыт волонтерской деятельности и в любой момент готов снова помочь ближнему. В момент эпидемии в стране все сидели дома, мы занимались волонтерским движением, по возможности людям помогали, малоимущим и так далее. От души, от сердца, чисто ребята, друзья собрались, по возможности, кому нужна была помощь. Все в Сухуме, в нашем районе помогали. Я вообще не приветствую, что означает слово «волонтер». Если что-то у меня есть в душе, я сделаю от себя без всяких там терминов волонтерских. Чем я и занимаюсь. Только я этим занимаюсь у себя дома в Зернограде, Ростовской области. Расскажите, а чем вы конкретно занимаетесь? Я в детском доме помогаю деткам, детскую площадку делал им. И хожу в храм, молюсь за всех нас, грешников. Первые добровольцы уже начали обращаться с предложениями помочь. За эти 2 дня поступают звонки как от медиков, так и от людей самых разных профессий. Сейчас очень важно помнить, объединившись против коронавируса, вместе мы сумеем преодолеть эту беду. Эсма Гуладзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Номер вызова скорой помощи каждый знает наизусть. Но в последнее время тему вызова врачей обсуждают по всей республике. Почему бригада скорой порой приезжает не сразу? Куда звонить, если человеку плохо, но ситуация не экстренная? Какие коррективы в работу скорой помощи внесла пандемия коронавируса? Об этом в репортаже пресс-службы Минздрава. Алло, скорая. Звонок на пульт скорой помощи, и бригада медиков выезжает на вызов. Все как и положено по инструкции. Маска, перчатки и набор медикаментов для оказания экстренной помощи. Всем необходимым для полноценной работы служба обеспечена. Сухумская станция скорой помощи работает в круглосуточном режиме. Ежедневно на посту дежурят 3 бригады. 2 в головном офисе в центре Сухума и 1 бригада в новом районе. По необходимости на вызовы диспетчер отправляет врачебную или фельдшерскую бригаду. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и медикам пришлось перейти на новый формат работы. Особых изменений у нас в работе нету. Мы обслуживаем город в обычном режиме, но меры предосторожности, конечно, есть. Мы страхуемся, одеваем маски, перчатки. Люди преклонного возраста за 50, которые мы отправили на карантин. Какое-то недолгое время, 2 недели. Вот так были, находились, но самочувствие позволяло, они вышли на работу. Если раньше вызывающему скорую помощь человеку достаточно было назвать полные данные пациента, адрес и контактный телефон, то теперь к этой информации придется добавить много подробностей о состоянии заболевшего. Путем тщательного опроса диспетчер выясняет наличие повышенной температуры и других возможных симптомов коронавируса. Все подобные случаи фиксируются, и затем данные передаются в СЭС. При стабильном состоянии заболевшего врач проводит консультацию по телефону, но в экстренных случаях бригада выезжает на место. У нас инфекционная больница закрыта, городская клиническая больница закрыта. Вот эти лечебные были отключены из системы здравоохранения. Конечно, в двойную нагрузку ложится вся работа на скорую помощь. После звонка, после вызовов на диспетчерскую службу скорой помощи мы обязательно тщательно расспрашиваем звонящих, в чем причина вызова, с чем это связано, температура, какие цифры. Помимо температуры, какое самочувствие общее. Может быть кардиологический вызов, неврологический вызов, детский педиатрический вызов. Плюс еще в ситуации пандемии с этим ковидом, когда все связано,
Значит, мы вот это тщательно разузнаем, насколько возможно, чтобы люди нас понимали, не обижались. Нам нужна максимально больше информации для того, чтобы уточнить, что, как с пациентом там происходит, и более специализированную помощь, чтобы оказать. Главный врач станции скорой медицинской помощи отмечает, что вызовов из-за COVID-19 больше не стало. Люди также подвержены инсультам, инфарктам, попадают в аварии, подвергаются тревожным и болезненным состояниям и по-прежнему для спасения жизни или облегчения боли вызывают скорую помощь. Довольно часто задача медиков не только стабилизировать состояние пациента, определить его на госпитализацию или оставить на домашнем лечении, но и успокоить. К нашим гражданам хочу обратиться, попросить о чем? Если диспетчер будет задавать, как скажем так, много вопросов, будьте добры, не возмущайтесь. Будьте добры, примите это, выслушайте и о своей проблеме четко расскажите диспетчеру, чтобы мы могли сортировать больных, чтобы мы могли более целенаправленную, грамотную помощь и вовремя оказать. Просим вас войти в положение сегодняшнее, происходящее, это не только у нас, а во всем мире, с пониманием отнестись. И я думаю, мы друг другу поможем, и только от этого будет положительный эффект, и уверен, что всем сможем помочь. Также в связи с коронавирусом на скорую помощь легла обязанность доставки ковидных больных из Сухума и Сухумского района в Гудаутский госпиталь. В этом случае бригада экипируется в специальные костюмы. Очки, маски, перчатки и бахилы также необходимые атрибуты. По прибытии в Гудаутский госпиталь медики в специальном помещении снимают защитный костюм, который обязательно утилизируют. Обработку проходят и сами фельдшеры и автомобили, чтобы не подвергать опасности пациентов и коллег, которые сядут в эту неотложку через несколько часов. Мы их введем, отслеживаем, вызова получаем, насколько можно консультируем, при необходимости помощь оказываем, но мы их передаем в санэпидстанцию потом. После того, как у них забрали анализы, после того, как анализы или положительные, или отрицательные, потом решение принимается терапевтическим отделением первой городской поликлиники. И от их решения, от состояния пациента, то есть это все зависит, их решение. Если они посчитают нужным его госпитализировать, нам подают сигнал, мы едем по адресу и, значит, полностью экипированы в костюмах, как положено, перевозим этого пациента. Все бригады обучены, проинструктированы, знают, как себя вести, как противостоять этой болезни, как себя защищать и как оказать помощь пациенту. И в связи с этим у нас нет специализированной выбранной бригады. У нас эту работу выполняют те, кто находится на дежурстве. По словам Аслана Джопуа, среди врачей скорой помощи заболевших новой коронавирусной инфекцией нет. Как нет и тех, кто отказался от работы. На время карантина, согласно распоряжению правительства, освободили от работы лишь сотрудников старше 60 лет. Фельдшеры скорой признаются, сейчас в период пандемии отношение к медикам заметно изменилось. Довольно часто в 03 звонят не только для того, чтобы расспросить о различных деталях заболевания, посоветоваться с доктором, но и для того, чтобы просто пожелать здоровья людям, спасающим жизнь. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел прием граждан по личным вопросам. С разными вопросами к главе государства обратились более 50 человек со всех районов Абхазии. Обращения в основном касались решения социальных проблем, вопросов трудоустройства, улучшения жилищных условий и так далее. На встрече с Бжаня побывали и представители абхазского духовенства. По ряду обращений президентом были приняты решения на месте, а по вопросам, требующим дополнительного изучения, были даны соответствующие поручения руководителям различного уровня. Обсудить различные вопросы и найти возможные пути их решения с главой государства. Такая возможность есть у каждого жителя республики. Сюда, в администрацию президента, приходят люди с различными просьбами. Уже с утра здесь многолюдно. К 10 часам в приемной на первом этаже собрались более 20 человек. Граждане проходят регистрацию и занимают место в очереди. У каждого из этих людей своя история, свои проблемы, а самое главное – надежда на скорейшее их решение. Большая часть обращений касается решения экономических
экономических и социальных вопросов, а также вопросов трудоустройства и даже религиозных тем. На прием к Аслану Бжане пришли и священнослужители Новоафонского монастыря. На встрече с президентом они обсудили несколько важных тем, касающихся духовной жизни страны. Одна из них – дарование Абхазии автокефалии, то есть воссоздание Абхазской православной церкви. Это вопрос очень сложный, непростой. Здесь очень много подводных течений. Да, и, безусловно, когда мы об этой теме говорим, прежде всего возникает вопрос выхода из состава грузинской церкви. Да, потому что все православные церкви в мире сегодня нас признают частью грузинской православной церкви. И мы должны сделать все возможное и убедить главным образом международное православное сообщество, что уже прошло 27 лет, нужно по-новому на этот вопрос посмотреть. У нас уже есть новое свое государство на новом этапе нашей новейшей истории, а, соответственно, остальные вопросы тоже должны соответствовать, да, реальному сегодняшнему положению. Нельзя смотреть на абхазский церковный вопрос глазами дореволюционного человека или средневекового человека. Тогда были другие реалии. Сегодня мы живем в 21 веке. Единственный выход из этой ситуации, по словам иеромонаха Дорофея Дбар, создание межправославной комиссии с участием всех заинтересованных сторон. Эта тема обсуждалась не раз, однако решить вопрос пока не удалось. Как сказал иеромонах, болезнь национализма царит в головах не только грузинских политиков, но и у иерархов грузинской церкви. Трудность создания межправославной комиссии заключается в том, что прежде всего грузинская церковь в этом не заинтересована. Она 27 лет нас блокирует. Для простых людей, которые иногда какие-то нюансы церковные не знают, хочу отметить, что у нас проблема не с русской церковью, потому что мы не были в составе русской церкви, и, значит, мы не ставим вопрос о выходе из состава русской церкви. Да? Мы говорим о том, что нас включили в состав грузинской церкви. В 1943 году мы об этом говорили. И включили по непосредственному влиянию тогда Сталина и грузинского руководства, которые и тогда защищали в советское время, в том числе религиозные свои интересы. И поэтому мы ставим вопрос, значит, что вот грузинская церковь – главный источник нашей сегодняшней проблемы. По словам иеромонаха Дорофея, президент Аслан Бжани отнесся с пониманием к их позиции. Мы не ставили целью, что вот сегодня нам нужно решить все существующие проблемы или трудности. Это невозможно. Мы же это прекрасно понимаем. Да? Но я бы даже сказал, это больше обмен мнениями, да, по вопросам церкви, по религиозным вопросам, по ситуации. Да? Больше часа шла встреча президента республики со священнослужителями Новоафонского монастыря. Охватить все темы в рамках одного приема и быстро найти пути их решения сложно, отметил глава государства. Я к вам приеду часа на 3-4, а может даже приеду к себе туда в резиденцию с ночевкой, и мы потом посидим, пообщаемся, походим, посмотрим. Я просил бы вас не спешить. Религиозная тема была одной из многих, которую сегодня граждане республики пришли обсудить с главой государства. В приемный день с различными просьбами к президенту республики приходит более 50 человек. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 4 юриста успешно сдали квалификационный экзамен на должность судьи. Как сообщается на сайте Верховного суда Республики Абхазия, 12 августа состоялось заседание экзаменационной комиссии судей республики по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Квалификационные испытания прошли успешно. Сафарбей Миканба, бывший генеральный прокурор Абхазии. Беслан Бжани, специалист по судебной статистике Верховного суда. Беслан Бирулава, прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры, и Кристина Язычба, адвокат коллегии адвокатов. Квалификационный экзамен на должность судьи проходил в соответствии с требованиями Конституционного закона о судебной власти. Издана книга известного абхазского ученого, доктора филологических наук, профессора Вячеслава Чирикба «Абхазия и итальянские города, государства XIII-XV веков. Очерки взаимоотношений». Очерки касаются лишь некоторых аспектов большой и все еще мало изученной темы взаимоотношений итальянских республик и папского престола с Абхазией за данный период. Презентация книги прошла в Государственном музее, на ней побывала и наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварцхелия.
Автор книги Вячеслав Чирикба ставит себе целью очертить в сжатой, но одновременно насыщенной информацией форме самые главные этапы установления и развития разнообразных контактов между представителями итальянских держав, прежде всего генуэзцами и народами Западного Кавказа. В книге «Абхазия. Итальянские города-государства 13-15 веков» затрагиваются вопросы, относящиеся к взаимоотношению морских республик Италии с Абхазией, об организации торговой деятельности итальянцев, прежде всего в центральном городе страны Себастополисе, а также деятельности Римско-католической церкви в Абхазии. У нас без привлечения очень богатая история. Абхазия в силу своего географического положения всегда была ареной и сотрудничества, и противодействия крупнейших евразийских цивилизаций. Это и Древняя Греция, и Византия, и Хазария, и Иран, и Турция, и Россия. Но в данный момент речь идет о позднем Средневековье, периоде между серединой 13 и концом 15 веков, когда бассейн Черного моря становится одним из крупнейших центров мировой торговли. Хотя абхазская историческая наука этот период, конечно, описывала, освещала, однако возникла необходимость в современном взгляде на этот интереснейший период истории Абхазии с учетом новых данных из архивов Италии в основном. Вообще всегда полезно посмотреть даже на давно известные вещи свежими глазами, в данном случае глазами даже не историка, а филолога. В книге автор описывает активную деятельность католических миссионеров и учреждения дипломатического и юридического представительства генуэзцев на территории средневековой Абхазии. Изложение сопровождается полными списками в хронологическом порядке. В 1318 году Иоанн XXII, он был очень интересным человеком, очень заботился продвижением христианского учения на восток, послал 6 первосвященников на восток, основали архиепископство в Султании, это было в Иране, а также он основал монастырскую школу восточных языков в Кафе, в Феодосии. Так что это была очень интересная личность, и он же послал в том же году, в 1914 году, послал в Абхазию, в Севастополе, Сухум, первого архиепископа Бернардо Моретти. В книге «Абхазия. Итальянские города-государства 13-15 веков» анализируются названия народов, водных объектов средневековой Абхазии и причерноморской Черкесии, содержащиеся в различных итальянских документах и на морских картах, атласах, представляющие интерес для историков и лингвистов. Демонстрируются также флаги Абхазии, изображенные средневековыми картографами. Итальянцы, конечно, первыми, кто детально отразили топонимику Абхазии на своих картах. До этого ничего близко не было. И очень многие топонимы Абхазии появились именно впервые на итальянских картах. Но также и флаги тоже. Над Сухумом в основном. Над Сухумом, иногда бывали над Тамышом, Таманса. И в частности наш флаг современный с рукой имеет прообраз в итальянском флаге XIV века. Фрагмент из Гульельмо Солери, 1380 год, он изобразил руку на красном, серебряного цвета, руку на красном полотнище. Откуда наш художник Валерий Гамге, используя этот символ, также использовал в качестве дизайна современного абхазского флага. Мрачной страницей итальянско-кавказских взаимоотношений является экспорт рабов из Абхазии и Черкесии в 13-15 веках. Вячеслав Чирикба приводит большое количество данных, касающихся происхождения и даже цены продававшихся людей, которая зависела от их пола, возраста и этнической принадлежности. Кроме этого, в тексте прослеживается судьба детей, рожденных черкесскими или абхазскими рабынями, получивших затем романское гражданство, и в отдельных случаях ставших известными личностями. Ранее Вячеслав Чирикба уже писал книгу о возможном кавказском происхождении матери великого гения Возрождения Леонардо да Винчи. Есть версия, что она была, это версия итальянских ученых, что она была восточной рабыней. Рабыня взята из Востока, а Восток тогда был Кавказ, Черноморский Кавказ, Крым и бассейн Черного моря. Так что и Абхазия, и Черкесия входили в тот Восток. Восточные рабы были с Кавказа. Вячеслав Чирикба умело подвергает лингвистическому анализу богатый и действительно запутанный материал, подтверждает или опровергает другие мнения и предлагает свои объяснения и решения этимологических проблем, отметил историк Олег Бгашба. Книга скромно квалифицирована автором как очерки взаимоотношений. Примечательно, что он специалист, профессиональный филолог, удачно, уже не в первый раз, в отличие от некоторых своих коллег, пробует себя на исторической ниве, что весьма
ответственно, учитывая специфику данной науки. В вводном слове Вячеслав Чирикба, естественно, называет абхазских, русских и иностранных ученых, которые касались генуэзской колонизации Черноморского побережья Кавказа в 13-15 веках, в том числе и Абхазии. Книга «Абхазия. Итальянские города-государства 13-15 веков. Очерки взаимоотношений» вышла в Санкт-Петербурге в издании «Алитея». Генеральный директор издания Игорь Севкин принял участие в презентации. Название издательства «Алитея» содержится не только смысл истины, но и некий нравственный императив. И мне нравится то, что авторы, которых мы публикуем, они этот нравственный императив проносят через все свои книги и через свою жизнь. И то, что Вячеслав говорил, и то, что он написал, и то, что, надеюсь, он напишет, вполне соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем к нашим авторам. Интересные сведения исторического и географического характера сопровождаются в книге объяснительными таблицами и картами, обобщающими имеющимися данными, таким образом существенно облегчающими ее чтение. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В 2012 году на абхазском телевидении был реализован проект «Айба Шранцос» во время войны. В нем представители мирного населения, очевидцы событий на оккупированной территории рассказывали об ужасах геноцида абхазского народа, о зверских действиях грузинских оккупантов. Мы начинаем повтор этих передач. Сегодня в вечерней программе первая из них, посвященная селу Тамыш. Около 11,5 тонн лекарственных препаратов 3 видов для борьбы с различными сельхозвредителями передано нашей стране в рамках соглашения между правительствами Абхазии и России. По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, лекарственные средства будут распределены по всем районам страны. Вторая партия препаратов для лечения растений будет доставлена в республику в течение 10-15 дней. Всего на 133 миллиона было соглашение, там туда входят и препараты, и также работа, которая проводится сегодня по Абхазии, это по опрыскиванию и силами наших МТСов. Эти препараты будут бесплатно по районам распределены по мере необходимости, и крестьяне на приусадебных участках должны знать, что, обращаясь в управление сельскохозяйственным или в отделе районов, они должны безвозмездно, бесплатно получить эти препараты. Чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBO Игорь Адлиба проведет бой в Екатеринбурге на турнире 22 августа. Соперником абхазского боксера будет Кантемир Калажоков. Для Игоря Адлиба предстоящий поединок станет 11-м. За 3 года в профессиональной карьере боксер смог подняться до 15-й строчки сильнейших российских полусредневесов. У соперника 2 победы в 6 боях. Бой пройдет из 6 раундов. Будет идти прямо трансляция матча, где наш боксер выйдет на ринг под абхазским флагом. По словам представителя боксера Артура Адлиба, ранее несколько человек в команде Игоря заболели коронавирусной инфекцией. Спортсмен был вынужден вернуться в Абхазию из Москвы и проходить в подготовку здесь. Времени на тренировки было немного, но абхазский боксер готов к предстоящему поединку. Турнир пройдет на арене Академии единоборств в Екатеринбурге и будет транслироваться на нескольких площадках, в том числе на Ютубе и на спортивных телеканалах «Матч Боец» и «Бокс ТВ». У меня изначально был другой соперник. У него случилась травма, отказался от боя из-за карантина, из-за всей этой суеты в мире. Трудно было найти соперника. Вот на этой неделе мы узнали соперника, готовились как могли. Был застой 5 месяцев после того, как объявили карантин. Я не боксировал и толком не тренировался. Поэтому делаем тоже 6 раундов. Вот. Изначально мы полетели в Екатеринбург готовиться там. Потом решили, что все-таки в Сочи из-за погодных условий там получше море и природа. Но, к сожалению, заболела команда моя вся этим коронавирусом. Один я уцелел, все сдали анализы, у меня не подтвердился. Решили, что я прилечу домой и буду готовиться дома, потому что тут
наверное, безопаснее всего было. Ну вот тут готовился всю дорогу в Абхазии. В принципе, подготовился. Со спарринг-партнерами было очень тяжко. Нету ребят, с кем можно поспарринговать, но как могли, все ребята понемногу помогли мне, подготовился. Вот на днях я улетаю, подготовлю вес и боксирую в субботу. Аквафон помогает мне уже не первый год. Государственный комитет по физической культуре и спорту оказывает уже помощь немалую. Постоянно рядом помогают, значительная помощь с их стороны. Огромное спасибо им. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30, температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.